Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодняшний урок по специальности монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Тема урока – экскурсия на базовые предприятия. Тип урока – вводные занятия, урок ознакомления с базовыми предприятиями АО «Корпорация «Житсугаз». На предприятии нас встретила заведующая учебным центром Спичакова Валентина Петровна, которая провела экскурсию по основным объектам газового хозяйства предприятий, вводный инструктаж по технико-безопасности и противопожарной безопасности. Общие требования пожарной безопасности. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех работников в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений несут ответственные лица, работающие в этих помещениях. Установление строгого противопожарного режима преследует основную цель недопущения пожаров и загорания от неосторожного обращения с огнем, курения, от небрежного ведения огневых работ, от остальных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов. Курение в организации допускается в строго определенных местах, соответствующим образом оборудованных и обеспеченных средствами пожаротушения. Разведение костров на территории строго запрещено. Каждый работник должен строго соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать порядок и путь эвакуации на случай пожара. Цель урока образовательная – познакомить студентов с характеристикой работы предприятия, расположением цехов, оборудованием, рабочими местами, беседа с рабочими и инженерно-техническими работниками предприятия о профессии слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. АО «Корпорация «Житсугаз» находится за областным центром города Талдыкурган, занимая площадь более 8 гектар. Газонаполнительная станция занимает более 1400 квадратных метров. История АО «Корпорация «Житсугаз» берет начало в 1959 году, когда началась массовая газификация домов и квартир Талдыкурганской области и, соответственно, появилась потребность населения в сжиженном газе. Газ в баллонах доставлялся по железной дороге в железнодорожных вагонах или посредством автотранспорта. По мере того, как увеличивалась реализация газа населению Талдыкурганской области, стала необходимость строительства собственной Талдыкурганской газонаполнительной станции. Корпорация «Житсугаз» – современное, динамично развивающееся предприятие, поставляющее сжиженный газ в регионы Казахстана и дальнее зарубежье. С партнерами строит отношения на цивилизованных и взаимовыгодных условиях. На сегодняшний день успешно сотрудничает с такими компаниями, как «Казмунайгаз», «Харнкейн Кумколмунай», «Мангыстау Мунайгаз», «Банк Туран-Алем», «Казкоммерцбанк», «Исламский банк реконструкции», «Косинкрисплан». АО «Корпорация «Житсугаз» поставляет газ на экспорт в Польшу, Иран. Для крупнейшего оператора сжиженного газа Германии, компании «Рейнгаз», также на стадии разработки находится перспективный проект по поставке газа в Китай. На сегодняшний день является единственной в области компанией, обладающей собственным подвижным составом вагонов-цистерн. В данный момент газовая компания является одним из крупнейших операторов по снабжению сжиженным углеводородным газом в Алматинской области. Перед новым производством стоял вопрос выпуска качественного и безопасного баллона. Благодаря обмену опытом с мировыми газовыми компаниями родилась идея выпуска желтого баллона.
2000 году было решено полностью переоборудовать и модернизировать весь производственный процесс по выпуску нового качественного продукта. Стратегическим партнером была выбрана датская компания Kosan Krysplant. Строительство нового завода началось в 2003 году, и уже с апреля месяца 2004 года потребитель получил возможность пользоваться желтыми баллонами. Сейчас в техническом отношении корпорация Житсугаз входит в десятку лидеров в мировом пространстве. На сегодняшний день желтый баллон отвечает всем мировым требованиям по безопасности и эксплуатации. Нанеся собственный логотип, корпорация осознанно принимает на себя всю ответственность за безопасность данного баллона. Так как сегодня тема нашего урока «Экскурсия на предприятие АО корпорация Житсугаз», нас встретила заведующая учебным центром Спичакова Валентина Петровна и провела очень интересную производственную экскурсию. Я Спичакова Валентина Петровна, заведующая учебным центром корпорации Житсугаз. Работаю на Талдыкурганской газонаполнительной станции сжиженного углеводородного газа с 1977 года, уже более 40 лет. Сейчас работаю в колледже, преподаю практику производственное обучение. Талдыкурганская газонаполнительная станция сжиженного углеводородного газа предназначена для приема, хранения и отпуска газа потребителям. Вот сейчас мы находимся на сливной железнодорожной эстакаде. Сливная железнодорожная эстакада имеет 10 постов, то есть к нам газ по железной дороге приходит с заводов-поставщиков Тенгиз-Шевройл, Новый Узень, Павлодар, Чимкент. Одновременно мы можем принять сразу 10 железнодорожных цистерн. И одновременно мы имеем такую возможность слить газ из 10 железнодорожных цистерн в емкости базы хранения. Мы находимся сейчас на сливной железнодорожной эстакаде Талдыкурганской газонаполнительной станции сжиженного углеводородного газа. Сливная железнодорожная эстакада имеет 10 постов. Вот один из постов. На нем есть откидной мостик. Этот мостик откидывается на горловину железнодорожной цистерны. Есть на посту вся запорная регулирующая арматура, которая предназначена для слива газа из железнодорожных цистерн в емкости базы хранения. Есть рукава резинотканевые напорные, то есть шланги, которые предназначены для сливных работ. Шланги по паровой и по жидкой фазе газа. Имеются на посту контрольно-измерительные приборы, манометры, предназначенные для показа рабочего давления. Мы работаем на максимально допустимом рабочем давлении 16 кг сил на квадратный сантиметр или 16 атмосфер. База хранения Талдыкурганской газонаполнительной станции сжиженного углеводородного газа. Здесь находится 14 100-кубовых наземных емкостей, 600 тонн газа вот на этой базе хранения. База хранения предназначена, естественно, для хранения газа. Мы находимся на переходном мостике. На переходном мостике находится вся запорная регулирующая арматура, предназначенная для слива газа из железнодорожных цистерн в емкости базы хранения, для наполнения автогазовозов, баллонов газобаллонных автомобилей на автозаправочных колонках, для работы насосно-компрессорного отделения. Имеется система трубопроводов, трубопроводы по жидкой, по паровой фазе газа. Находимся в насосно-компрессорном отделении. Насосно-компрессорное отделение предназначено для подачи газа потребителям, для слива газа из железнодорожных цистерн, для заправки автомобилей, газобаллонных автомобилей, газовозов и так далее.
мы с вами находимся в насосно-компрессорном отделении. Насосно-компрессорное отделение предназначено для приема, хранения и отпуска газа потребителям. То есть это сердце газонаполнительной станции. Вот здесь есть гребенка. Мы видим запорную арматуру. Вот на железнодорожную эстакаду, на базу хранения и на автозаправочные колонки. То есть посредством вот этих задвижек мы можем производить технологические операции по сливу, наливу газа и так далее. Имеется в цехе обязательно вентиляция. Вентиляция естественная, приточно-вытяжная, с 10-кратным воздухообменом в час. То есть в час 10 раз воздух должен обменяться. Почему? Потому что здесь очень много резьбовых, сварных, фланцевых соединений, откуда могут идти утечки газа. А если будет утечка газа, газ будет скапливаться внизу, будет занимать все пониженные места углубления. Поэтому вытяжка воздуха идет, видите, снизу, вентиляция, а приток воздуха идет сверху. И поэтому вентиляция называется естественная, приточно-вытяжная, с 10-кратным воздухообменом в час. Сейчас мы находимся в наполнительном цехе газонаполнительной станции. Наполнительный цех предназначен для заполнения бытовых газовых баллонов, технического переосвидетельствования их, то есть внутреннего осмотра и гидравлического испытания, ремонта и покраски бытовых газовых баллонов. Обратите внимание, технологическое оборудование по наполнению баллонов стоит, новейшее оборудование датской фирмы Крисплан, не имеющее аналогов на всем постсоветском пространстве. Так, ребята, это в наполнительном цехе. Сейчас видите, напольный конвейер и газовые баллоны пустые пошли на наполнение. Вначале по напольному конвейеру они пройдут через машину мойки. Вот сейчас газовые баллоны идут по напольному конвейеру, проходят машину мойки, машину сушки и отправляются на электронную наполнительную карусель. Он нам нужен для того, чтобы провести внутренний осмотр и гидравлическое испытание бытовых газовых баллонов. То есть давим ровное гидравлическое давление 25 атмосфер и выдерживаем баллоны в течение 1 минуты под водой. Затем давление снижаем до рабочего, до 16 атмосфер. Производим внешний осмотр баллонов. Если на баллонах течи, слезок, запотеваний нет, то такие баллоны пригодны к дальнейшей эксплуатации. После гидравлического испытания баллоны ставим на напольный конвейер, и они идут в ремонтный цех. Вот сейчас мы в ремонтном цехе, здесь стоит машина обжига и дробеструйная машина. То есть с баллонов, на баллонах вначале обжигается краска на машине обжига, а потом дробью баллоны дробят, чтобы эта обожженная краска отпала. Обжига и после дробеструйки, видите, краски на баллоне уже нет. Вот он такой, вот горячий, поэтому теперь открывает и осушает. Потом вот этот баллон на вот эти штыри подвешивают и по штырям полимеризационная печь. Потому что баллоны покрасили, их нужно высушить. И вот эта печь работает при температуре 180 градусов Цельсия, и баллоны сушатся. Баллоны высушатся в печи, когда они в вентиляционную камеру поступают. Видите, вентилятор огромный стоит, чтобы баллоны, вот они же горячие были, чтобы их дополнительно еще
остудить. И потом баллоны по подвесному конвейеру отправляются на машину шелкографии. То есть вот наш логотип наносится на машине шелкографии. Логотип корпорации «Шпицгаз». Сейчас мы находимся на погрузочно-разгрузочной эстакаде наполнительного цеха ДНС. Погрузочно-разгрузочная эстакада предназначена для разгрузки и погрузки уже полных бытовых газовых баллонов. Разгрузка производится, машина подъезжает, выгружает пустую тару ставим на напольный конвейер, который работает, и пустые баллоны отправляются в наполнительный цех. Пройдя по технологической линии, заполняются бытовые газовые баллоны. Мы абонентам даем гарантию количества и качества, и уже с цеха выходят наполненные газовые баллоны по напольному конвейеру. Машина подъезжает и производим погрузку уже полных газовых баллонов. В заключение, на экскурсии студентам были показаны работы слесаря по эксплуатации и ремонту технологического оборудования газонаполнительной станции. Ознакомились с характеристикой работы предприятия, расположением цехов, оборудования, рабочими местами. Выполнение основных видов работ машиниста, компрессорщика, газонаполнительной станции и многое другое. Спасибо за внимание!